Предполагалось, что на реализацию ЛРТ потребуется 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Это первоначальная сумма. Позже проект начал дорожать. И чтобы ее реализовать, потребовалось деньги не только из бюджета, но еще и потребовалось эти деньги занимать. Китай деньги предоставил займ с одним условием, что раз мы деньги предоставляем, мы же и будем строить. И тогда, в 2015 году, казахстанские власти заключили договор с консорциумом китайских компаний. Прежде чем они начали строить, был уточнен бюджет. Окончательный бюджет в тот момент, в 2015 году, этого проекта составил 1 миллиард 600 миллионов долларов. Это 80% от первоначальной суммы. Но и эта сумма оказалась недостаточной. Проект снова пересмотрели, пересчитали всю смету, все проектные документы и так далее и тому подобное. Выяснилось, что нужно теперь уже 1,9 миллиарда долларов. Но и эта сумма не окончательная. С учетом того, что занимали деньги у Китая, Банк реконструкции Китая предоставил с учетом обслуживания долга окончательно к займу 2,6 миллиарда долларов сроком на 20 лет. Это 80% от стоимости ЛРТ. Остальные 20% предоставил Банк развития Казахстана. Естественно, нашлись желающие на этом проекте заработать. Появилось первое уголовное дело. Заказчик перечислил подрядчикам 300 миллионов тенге сверхнормативных. При том, что изначально нужно было там 125 миллионов тенге заплатить по актам выполненных работ. Но тем не менее перечислили гораздо больше. При расследовании этого дела выяснилось, что сумма перечислений гораздо больше составила сумму. И окончательно в уголовном деле начала фигурировать сумма 9 миллиардов тенге. Это сумма, которую не могли подтвердить ни подрядчики, ни заказчики. Просто эта сумма была выделена, никто не знает за что. Для того, чтобы было понятно, 9 миллиардов тенге в 2014 году – это примерно 9 девятиэтажных домов. Только лишь в 2019 году на строительство ЛРТ было похищено 5,7 миллиарда тенге. К ответственности были привлечены 2 человека. Это Талгат Ардан, учредитель и руководитель компании CTS, один из руководителей этой компании, и Ханат Султанбеков, бывший заместитель акима города Нур-Султан. Тогда столица получила такое свое название. Ну и вот 5,7 миллиарда тенге они не смогли объяснить, куда дели. Но если вы думаете, что оба тут же предстали перед судом, вы ошибаетесь. Оба уехали за границу, оба до сих пор находятся за границей, и оба фигуранта этого уголовного дела до сих пор уверяют различных журналистов, которые с ними встречаются, в том, что это уголовное дело было сфабриковано. И сфабриковано оно было только лишь потому, что поручение дал Нурсултан Назарбаев.